Здравствуйте. В эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Представители 10 крупнейших российских и международных инвестиционных фондов и инвестбанков посетят объекты дочернего общества компании «Алроса» «Севералмаз» для ознакомления с производственной деятельностью. Они посетят производственные объекты Ломоносовского ГОКа, которые расположены в Архангельской области, где и осуществляет добычу «Севералмаз». В 2017 году доля «Севералмаза» в общей добыче алмазов группы «Алроса» составила 7%. Предприятие добыло 2 миллиона 600 тысяч карат алмазов. Непосредственное знакомство с производством позволяет сформировать более прозрачные и доверительные отношения с инвесторами, что положительно отражается на инвестиционной привлекательности бизнеса и его капитализации. Аналогичные визиты в этом году будут организованы и на другие производственные площадки компании «Алроса». «Газпром» на сегодняшний день построил 1954 километра первой очереди «Силы Сибири». Это более 90% расстояния от Чаиндинского нефтегазового месторождения в Якутии до границы с Китаем. На Чаинде к настоящему времени завершено бурение 113 эксплуатационных скважин, осуществляется монтаж основного технологического оборудования. Строительная готовность объектов, необходимых для начала добычи газа, составляет 50%. В текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен. На 2019 запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, а также пусконаладочные работы. Россияне постепенно отвыкают от наличных. Количество выпущенных банковских карт за последний год увеличилось до 271 миллиона. По темпам их эмиссии наша страна приближается к мировому уровню. Растет количество безналичных платежей, меняется и само качество использования карт. В 2017 году объем операций по снятию с них наличных в России впервые не вырос, а наоборот сократился. Резидентами специальных административных районов внутренних офшоров, которые российские власти собираются создать в Калининградской области и Приморском крае, смогут стать только иностранные юридические лица. Это одна из правительственных поправок к пакету законопроектов о специальных административных районах, сообщает Интерфакс. Идея законопроекта состоит в том, чтобы на эти территории можно было перенести иностранные структуры с сохранением правовых форм без выплаты налогов с иностранных доходов. Основная цель нового механизма – деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России и владеющих активами в России. Инфляция за неделю снизилась до нуля. Рост потребительских цен в годовом выражении сохранился на минимальном уровне в 2,3%, свидетельствуют данные Росстата. В предыдущую неделю цены выросли на 0,1%, а в две предшествующие – на 0,2%. До этого в течение нескольких месяцев недельная инфляция составляла около 0,1%, кроме периода с 5 по 9 июня, когда рост цен также замедлялся до нуля. Минтруд в проекте плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан предложил проработать вопрос об уголовной ответственности для работодателей, которые увольняют сотрудников старше 60 лет мужчины и 55 лет женщины. Также предлагается увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста и обязать работодателей оплачивать их ежегодную диспансеризацию. В Минтруде отметили, что заинтересованы услышать мнение профсоюзов и работодателей. Рост цен на топливо и повышение некоторыми авиакомпаний размера топливного сбора, как на внутренних, так и на международных рейсах, может привести к увеличению стоимости перелета в рамках туристических пакетов на 5%. Об этом сообщает ТАСС. Так, крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил, что с 26 июля увеличивает топливный сбор для билетов на внутренние авиарейсы всех компаний, входящих в группу «Аэрофлот», кроме компании «Победа». Повышение топливного сбора для эконом-класса и комфорта составит 200 рублей, для бизнес-класса – 400 рублей. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.